Всем привет, друзья! Весновка 2021 продолжается. Вода продолжает наступать. Вы посмотрите, как близко вода уже к берегу. Еще метр воды. И нашу палатку надо будет эвакуировать. Но надеемся, этого не будет. Роман сегодня собирается домой, туда-обратно, отвезти рыбу, отвезти уток. Потому что на улице не по-детски тепло, как видите, опять раздетый. У нас с Романом завтрак. И угадайте, что нам сегодня Роман приготовил на завтрак. То же самое, что и вчера на ужин и завтрак, да? Вы представляете, что он сказал? Пап, я, говорит, такой пищей питаюсь весь учебный год в студенческой столовой. Так он меня решил то же самое на это посадить. Говорит, чем ты лучше меня будешь питаться тем же, чем я питался целый год. Вот так вот. Я не против. Правда, сосиски дешманские какие-то, там мясом даже не пахнет. Но я начал уже привыкать. Да. О, приятного аппетита. Взаимно. Сейчас перекусим. И Роман отправляется домой. У нас закончились черви на продольнике. Еще раз насадить, наверное, осталось. И все, и то там мелкие уже. Надо будет покопать червей, отвезти уток, отвезти рыбу. В общем, дискотека продолжается. Поехали. Тоже кофе хочешь? Да. А больше нет. Так, ну что, начинаем проверку продольников. И сегодня, скорее всего, придется, наверное, поднять продольники. А их осталось уже 2 штуки. Остальные утонули. Вот это да. Что, чего боялся, то и произошло. Вчера вечером еще проверил. Было все нормально. Хотел поднять сегодня утром. Ну как нормально, я знал, что вода прибывает. Пусто. Пустые продольники. В общем, сразу будем наматывать. Спасать остатки. Так. 2 продольника осталось, которые над водой торчат. Остальные бульк. Ну ничего страшного, вода упадет, найду. Да, налим вчера обнадежил, я оставил еще. И как оказалось, зря. Ну ладно. Может еще найду, может всплывет вон вроде бы. Ладно, будем искать. Будем искать. Может что-нибудь да найдем. Так, ну что, было 6 продольников, стало 2 продольника. Остальные буль-буль, на которых были веревки покороче. Вода просто стремительно пошла на прибыль. Прибывает. И мои бутылки утонули. Да. Не думал, не гадал он, никак не ожидал он. Надо было все-таки вчера вечером поднять. Так, а тут еще и натяжка. Ёрш. 2-й ёрш. 3-й ёрш. 3 ерша. Вчерашний налим, может, на ерша попался. Здесь ершовое место, потому что
И никакой не натяжки, это просто веточкой натянуло. Все. 4 продольничка будут ждать спада воды. Потеряться они не потеряются, я их потом найду. Рыбы, как мы видим, навряд ли там будет. Язь он долго не сидит на крючке, он срывается. Ну ладно. Если вода так прибывает, так и так бы поднять пришлось. Все продольники. Может, и там придется поднять сегодня. А что делать? Делать нечего. Сейчас, если начался подъем воды, он берегов не будет вообще. Ну ладно, рыбки мы поймать успели. Остальное летом наловим. Да и весной возле деревни можно еще закидушки, продольники и все такое найдем, чем заняться. Так, на этом верхнем участке бутылки пока на плаву, но запаса на веревках уже очень и очень мало. Вон они вертикально стоят. Посмотрим. Может быть, несколько штук оставлю, а может быть, опять до завтра. Ладно, не будем гадать, поехали проверять, а там видно будет. Так, 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 так. Так, надо ближе подъехать. Ну, встала, блин, ни туда, ни сюда. Ёшкин кот. Пипец. Иди сюда. Иди сюда. Не, запас, что здесь есть, это оставляем. Тут глубина поменьше, чем там. Тут до завтра еще можно оставить. Тем более, по-любому здесь сейчас будет рыба. Это хороший участок. Ну вот, что я и говорил, натяжечка. Идет язёк. Хороший язь. Ух ты, ух ты, ух ты. За ним второй. Блин, у меня сачок не расправлен. У меня сачок не расправлен. Японский гордовой. За ним третий. Ну что, этому дадим шанс уйти, которым он не воспользовался. Так, 3 язя. Этот молодец, продольник. Всегда работает на отлично. Вчера 4, сегодня 3. А нижние продольники, они... Надо было их давно уже поднять и переставить сюда. Вообще работать не хотят. Посмотрите, какие красавцы. Красавчики. Вот я сказал. Так.
что эти продольники пока наживляем, отпускаем. Пусть еще половят пока. Ехали дальше. Опять ветер поднимается. Жара и в то же время ветер. Сейчас под мотор, наверное, уйдет, да? Нет, не ушел. Так, натяжка есть. Один ёрш. Нет. Опа. Вот так вот. Ушел. Так, там все походу. Хороший язь. Крупный. Какие красавцы. Один и то хорошо. Главное не пусто. И куча ершей. И то хорошо. Так. Ну что? Так, есть натяжка. Вижу язя. Вижу язя. И походу он не один. Один походу идет второй. Раз. Сразу, да, сразу второй. Какой он буйный. Второй. За ним сразу идет третий. Третьему даем шанс, которым он не воспользовался. Я где-то уже это видел. Енскадан. Красавцы эти. Красавцы. Ах вы печорские проказники. Раз. Два. И три. Стандартные такие, средних размеров. Ну, можно сказать, даже крупные уже. Отлично. Енскадан. Да ёшкин кот, блин. Наконец-то. Почему я так делаю? Я специально стал ближе к берегу, чтобы потом при забросе продольник был ближе к берегу. Вода прибывает, и хоть на несколько сантиметров я переставлю этот продольник. Так, ух ты, ух ты, ух ты. Ладно, дадим тебе шанс, которым ты не воспользовался. Там, ну, а там кабан. Кабанелла. Кабанелла. Кабан раз.
Кабан 3. Красавцы. Вот оно, серебро Печоры. Учкудук, 3 озёчка. Не ушли от сачочка. Молодцы, молодцы, хорошие. Хорошие. 3 продольника уже по 3 озя. Отличный результат, я бы сказал. Так вот. Улов растет. О, 4 озя. Я же первого-то забыл. Точно же, точно. 4 озёчка. Молодец, молодец. Вот так вот. А там на нижнем участке по малой воде продольники работали. Были сиги, были харюза, были налимы. А потом вода поднялась и перестали. Кроме мершей ничего там не клевало. И под конец еще и утонули. Там глубоко. Мусор тащило там постоянно с протоки. Тут с местом угадал я. Рядом с островом. Прям как возле дома. Повернул. Сейчас под мотор мотор, ну конечно. Ну конечно, под мотор. Ёшкин кот запутал. Ну конечно, под мотор. Ёшкин кот запутал. Ну конечно, под мотор. Ёшкин кот запутал. Так, ну что у нас там? Ёрш, язь. И все, походу. Еще ёрш. 3 ерша и язь. Не пустые, то хорошо. И опять же скажем волшебное слово Янскадан. Ёшкин кот. Он что, получается, не снимал? Не знаю, друзья, снимал он, не снимал. Ну вот у меня, друзья, еще один налим. Я думал, идут съемки. Оказывается, съемок не было. Вон, друзья, килограмма на 3. Вот такой налим попал еще у меня. Ах, такие кадры, как я его вываживал. Как я его вытаскивал. Ну, главное, вытащил. И вот такой дундук у нас в улове. Вчера налим, позавчера налим, сегодня налим. Круто, друзья. Ох-охо, да ох-охо. Такие кадры. Блин. Это не голосовое управление. Один раз перепутал по ходу включение с выключением. И пошло-поехало. Походу я записывал то, что не надо, а то, что надо, я выключал. И как поймали мы вот этих язей 3 раза по 3 штуки.
И как тащили налима, ничего походу не записала. Печалька, печалька, да и только. Что-то у меня со съемкой фигня получается. Вот здесь тоже пусто. Вот я заметил, вот до этого мыска здесь рыба есть сверху. Дальше течение бьет сюда, здесь сильное течение, все, здесь рыбы уже нет. Или на течение срывается, или не, ну не знаю. Черви покоцаны, но рыбы нет. Попробуем закинуть ближе к берегу, туда. Может там что будет. Пружина, пружина, пружина. Так, пружинка нам дала язя. И мы его взяли. На пружине у нас там еще походу что-то есть. Друзья, два язя. Раз и второй где-то там. Сейчас мы его достанем. Один продольник, походу, мы все-таки потеряли. Что-то промежуток большой. Или вот там вот бутылка уплывшая. Может, что-то зацепило корягу или еще что-то. Маховик. Вихревский маховик. Так, натяжечка есть. Есть натяжечка, есть. Язёк. Язёчек, дружочек. Чё? Вот так. Вот так. Тут вообще кабан, видно, да? Кабанелла, блин, пузатый, с икрой небось. Ну вот. Там вот еще одна бутылка. Что-то ее унесло вниз. И все на сегодня. Так, ну вот и крайний продольник. Один продольник утопило. Я его не заметил, в общем, хотел якорем и оборвал. Оборвал. Так что у нас сегодня потеря как минимум 5 продольников. Придется поискать. Продольники, да бог с ним. Груза, вот это главное. Так, у нас опять унесло куда-то.
Тяжки нет. Я уже подумал, опять налим, нет, налима нет, налима нет, просто так унесло. Ну все, вот и закончили мы нашу проверку. Результатом нашей проверки один налим, килограмма на 3 где-то, наверное, что-то здесь было и ушло. И, грубо говоря, ведро язей. Это 20-ка, около ведра язей. Я считаю, это вполне достойный улов. Продольники на этом участке мы еще оставляем. А потерянные, утонувшие продольники, там 4 штуки, здесь пару штук получается. Мы будем искать. Так что, друзья, не прощаемся. Сейчас иду в кромки, отправляю рыбку домой с рыбой, утками. Ну а мы с вами встречаемся на утиной охоте на вечерней зорьке. До встречи в шалаше.